Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии и за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Узнай здесь и сейчас, что тайное скоро станет явным. Пожалуйста, если интересна эта тема, посмотрите на песочек. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне нужно узнать прямо сейчас, что тайное станет явным? Можете даже срок загадать, но, пожалуйста, не загадывайте слишком близкий срок. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что же совсем скоро станет явным. Какие тайны, какие секреты себя обнаружат. Так, интересно. А вот тут интересно. Знаете, вас ждут открытия сразу в нескольких направлениях. Вы в себе что-то обнаружите интересное и заметите действительно, что что-то происходит не так с вашими, возможно, близкими людьми, с вашим окружением. Здесь все вот эти тайны, которые будут скрываться, они вам помогут проработать не только свою жизнь, не только себя, но и каким-то образом даже вот как-то карму свою, что ли, проработать, да, какие-то кармические узлы развязать, распутать. Знаете, вот придут ответы на очень многие вопросы. У кого не строится личная жизнь, у кого не строятся отношения в принципе, да, кто-то мог там и 10 раз замужем побывать, а кто-то и ни разу, да. Вот вы, мои дорогие девочки, женщины, вы узнаете наконец-таки, что вам мешало, вот реально. Потому что я вижу, что проблемка в вас идет, вам что-то мешало. Здесь у меня знак рыб. Это знак переменчивости, это знак романтики, это знак романтичной натуры, мечтателя и человека, который живет в каком-то выдуманном и иллюзорном мире. Вот, мои милые, вам первый ответик, да, на ваш вопрос. Что же не так со мной? Вот первый ответ. Вы слишком уж погружены в этот мир фантазий и иллюзий. Живете вы в розовых очках, и эти очечки пора уже давно снять, мои милые. Вот это первый. Второй. Здесь есть именно какая-то вот кармическая штука, причем достаточно непростая. И эта штука, она кармическим узлом называется. В прямом смысле слова. Вот он, видите, над вами. И у вас этим кармическим узлом руки, вот видите, вам руки, вот они таким грузом связаны, да, и они вас не пускают. И вы как будто бы сидите вот в такой большой чаше, пустой чаше, и она никак не наполняется. А знаете почему? Потому что вы тут, вот кто видит, да, вот посмотрите, просто очень четко видно. Два барашка, вот один барашек, даже не барашек, козлик, да, с такими большими рогами, и второй. И они вот все время, вот понимаете, вот так вот бьются друг об друга, бьются. Да? Здесь вот вы, скажем, такая строптивая, да, и мужчин вы себе подбираете под стать. Знаете, как будто бы любовь для вас это как будто бы вызов и преодоление. Да? Вижу цель, не вижу препятствий. Потом вы находите такого же упрямого человека, уговариваете его, но это утрированно я говорю, да, и потом вы с ним бодаться начинаете, кто из вас правее, кто из вас главнее. Вот такую ситуацию я вижу. Вы можете обладать прекрасным, добрым характером, самым быть милым и добрым человеком в мире, но при этом ваша строптивость, она ни на минуточку не становится слабее. И ваши внутренние убеждения, они тоже не ослабевают. Я вижу так, что личная жизнь не строится, потому что есть упрямость. Упрямость и вот это, знаете, я права во всем. А мужчина, которого вы выбрали, он точно такой же. Плюс на него еще накладывается, что, дескать, у меня там
есть атрибуты, да, типа я мужчина априори прав, и вот одно на другое, да, и вы вот вместо того, чтобы наполнять эту чашу любовью, видите, вот этот поток, он есть, поток любви, вы каждый раз бьетесь лбами, бьетесь этими рожками и не даете этому потоку проскочить. Вот такой момент происходит. Это кармический узел, который нужно пройти, мои дорогие. Как вам его пройти? Ну, конечно же, поработайте над собой и над своим восприятием. Я вижу, что вам не интересны обычные мужчины. Вот как хотите. Добрые, хорошие, отзывчивые молчуны, там, добрячки вам не интересны. Они вам кажутся пресными, скучными, там, напыщенными, может быть, там какими-нибудь там из-под лобья смотрят, типа, что у него там в голове, я не понимаю. Вы сами отказываетесь от хороших мужчин. Знаете, хорошего мужчину, его ведь видно издалека. И вот вы видите такого хорошего мужчину, и вы такая: не, ты скучный, не хочу. Я хочу проблемного, я хочу того, с кем буду бодаться, с кем буду биться, не на жизнь, а на смерть. Понимаете, вот какой-то такой момент саморазрушения идет. У вас любовь — это борьба. То вы боретесь за любовь, то вы боретесь с этой любовью. То есть какие-то две грани. Вы ж, мои милые, извините, у кого не такая ситуация, это гадание не ваше. Пожалуйста, перейдите либо на другое видео, либо на другой канал. Вот я вижу именно вот эту упрямость. Два козлика, вот в прямом смысле. Вот вы сами видите, два козлика. Козлики, которые лбами вот стукаются. И вы вот никак не можете эту любовь к себе получить. Вот он момент и происходит. Мои дорогие девочки, тут даже и не по любви даже тема основная идет, а по том, что вы, ну такая, знаете, немножечко маргиналка у меня, да, вы не боитесь за свою жизнь, за свое будущее, вы очень жертвенная, вы очень такая, знаете, вопреки, вы живете вопреки, с надрывом вопреки, а нужно жить для себя, для своего счастья и для своего удовольствия. А вы никак этого, мои милые, не поймете. Живете вы в каком-то своем мире иллюзий, где все люди добрые, где все люди счастливые и где каждый человек может поменяться, но при этом не меняете себя. Так, что я хочу вам еще сказать по поводу секретов. Вот секрет самый главный, вот он здесь вышел. Хотите счастливую жизнь? Хотите, чтобы жизнь ваша лично поменялась? Начните с себя. Начните с того, что проработайте себя. Вы такая упрямая, вы такая вот прям у меня девочка с секретиком, да? Вы хотя бы тогда эту упрямость бросьте на то, чтобы стать счастливой, стать любимой и, скажем так, больше о себе думать, о своем счастье и о своих достижениях. Вы знаете, я вижу, что не только любовь не идет, и как-то вот ресурсы, финансы тоже вот поют романсы, да, где-то недополучаете. Вы можете больше всех вкалывать на работе, но при этом меньше всего получать. Вы можете быть лучшим специалистом в своей сфере, либо лучшим, не знаю, предпринимателем там, в своей области города, где вы находитесь, но при этом вот, понимаете, недополучаете вы своих реальных бонусов, того, что вам предначертано, того, что вам положено. И опять же таки все потому, что вот этот узел, и потому что вы в каких-то вещах очень сильно упрямитесь. Вот в прямом смысле слова. Упрямость — это ваша ахиллесова пята. Это реально вам очень сильно мешает. Скоро у вас будет ситуация, когда вы это просто чуть ли не в зеркале увидите. Да? Вот как будто бы вы со стороны себя увидите, и настолько вы станете: Господи, ну как же все просто, ну как же все лежало на поверхности, а я никак не могла понять. И вот оно, счастье случится. Вы начнете над собой работать. Работать в прямом смысле слова. Во-первых, я вижу, что у вас есть люди, которые готовы вам помочь. Во-вторых, у вас есть ради кого работать здесь. Я вижу деток. И в-третьих, тут не только детки, тут еще и люди в возрасте, может быть, родители, может быть, там, не знаю, там сестры старшие, какие-то вот по поколению, там родственники, которые тоже от вас ждут, что ваша жизнь наладится, что там детки у вас пойдут, что счастье у вас в жизни наконец-таки будет. То есть вы не можете подвести этих людей. Вот. Еще момент того, что у вас вот за спиной, как хотите, есть человек, который вас любит, реально любит, давно любит, по вам давно вздыхает, но вы его вот прям игнорите, вообще в упор не замечаете. И если вам сказать, что вот он тебя любит, скажет: нет,
нет, это не может быть, неправда, никто меня не любит, я там 100 лет одна, никому не нужна. Мои дорогие, вот эта упрямость застилает вам глаза и не дает вам ничего увидеть. Знаете, у вас хорошее окружение, хорошие близкие, хорошие люди вас окружают. И лишь только ваша упрямость не позволяет вам увидеть правду и увидеть то, что на самом деле, да, вот все краски мира увидеть. То есть вы себе как бы внушили, да, что есть там 2 цвета всего лишь, да, либо один. И вот живете этим убеждением. На самом деле все не так. Так, еще что вы узнаете? Какой секрет вы еще узнаете? Во-первых, вы узнаете, что кто-то у вас подворовывает. Вот человек, видите, он что-то от вас все время уносит. Уносит, причем таких, ну, уже достаточно больших объемах. Он у вас постоянно как-то ходил, носил, по чуть-чуть, да, то в карманы закладывал, теперь уже, вот видите, такую огромную чашу себе насобирал, сумку, и вот от вас носит. Человек, кстати, уже, ну, как сказать, вы даже и не замечаете за этим человеком. То есть уже человек обнаглел, а вы даже до сих пор не замечаете. В общем, раскроете вы этого крадуна, и придется тут вам попрощаться с ним, причем попрощайтесь без сожаления. Вот просто скажете: все, иди. Вот Бог, вот порог, до свидания. Такой момент произойдет, и это хорошо. Знаете, даже от себя не будете ожидать, что вот так просто смогли с человеком распрощаться. Это очень хороший навык. Вы взрослеете, вы становитесь мудрее. Да? Это не возрастные изменения, это наоборот мудрость. Мудрость у вас она была, она дремала, теперь она открывается. Это замечательно. Еще момент. Здесь у вас дорога выходит. Дорога достаточно такая, знаете, ну вот вы на нее смотрите, вот вы в предвкушении этой дороги, и вы думаете: Господи, ну за что, ну зачем, ну не хочу. Знаете, вообще вот какая-то противная она вам кажется. На самом деле все как по маслу пойдет. У вас дороги будут очень успешными и очень хорошими. Во-первых, они не будут какие-то муторные, да, они какие-то вот короткие идут, короткие и очень четкие. Смелее, не бойтесь, все будет замечательно. Момент ожидания. Вот вы сидите и чего-то ждете. Вот как будто бы вы закинули удочку и чего-то сидите, ждете. При этом у вас хвост русалки. Ну, то, что я говорила, да, человек мечтатель, романтик и живет в иллюзорном мире. Мои милые, там рыбы нет. Куда вы закидываете удочки, вот реально там нет. Я думаю, что вы поймете, о чем я говорю. Вам нужно поменять локацию. Локацию, либо повернуться на 180 градусов, да, и там уже вы наловите, там огромный улов у вас будет, все будет прекрасно. Так, еще момент, который тоже я не могу вам не озвучить, это момент помощи. Момент помощи. Знаете, вот есть люди, которые хотели бы получить вашу помощь, но они то ли стесняются, то ли, ну, такие скромные люди, да, не могут к вам проявиться и не могут вам сказать. Но вам этих людей постоянно показывают, да. Ну, возможно, это какие-то нищие, возможно, это люди, которые, ну, в трудной ситуации. То есть вы кого-то видите, кто-то у вас есть, вот перед глазами крутится, вам все время этих людей показывают. И вам как будто бы хочется помочь, да, то времени не хватает, то еще что-то, то ли вы говорите: да потом я это сделаю. А вот эти люди, они неспроста вам на глаза попадаются. Во-первых, это ваша проверка на вашу человечность. И второй момент, если вы этим людям поможете, то эти люди вас вознаградят. Вот в прямом смысле слова. Я не знаю чем, я не знаю когда, но то, что от этих людей вы получите потом какую-то прям вот такую огромную награду, благодарность, и вот ваше действие, оно, понимаете, оно там, не знаю, в 1000 раз будет меньше, чем вас возблагодарят. Вот такой момент происходит. То есть подумайте, если кто-то понимает, что это про него рассказываю, помогите. Помогите, уверяю вас, вам воздастся просто в каком-то невероятном размере, масштабе, да, вот прям благодарность такая придет, что прям накроет. Вот такой момент я у вас вижу. Мои милые, песок у нас такой необычный получился. Вообще голубой песок, он очень какой-то странный. Он странный, он раскрывает какие-то прям, ну не знаю, тайны. Я вот уже замечаю, там клиентам гадала, такой таинственный. Вам раскрыл он ваши моменты по судьбе, да, что вам мешают, что вам нужно проработать, чтобы все у вас в жизни пошло как надо. Надеюсь, вы прислушаетесь и получите все то, что вам предначертано, положено в том объеме, даже больше, чем должно быть. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.